Всем привет, друзья! Продолжаем процесс заготовок. И сегодня мы будем заготавливать кашу с мясом. Впереди зима, впереди дальние походы в избушечку с ночевочкой. И чтобы не терять времени на приготовление пищи, мы приготовим кашу, чтобы потом в избушке только раз открыл на сковородочку. И все быстро, вкусно, сытно. И... В общем, что нам надо для приготовления каши с мясом? В принципе, само мясо, говяжий жир, ой, не говяжий, то есть свиной жир. Это мы взяли обрезь и перекрутили через мясорубку. Обрезь без шкурки, чисто свиное сало. Рис, именно каша сегодня у нас будет рисовая, но также можно приготовить и гречневую кашу, и перловую, и любую, какую душе угодно. Пожарили лучок, соль и что еще? Ну и перец еще, вот, черный перец молотый. Вот в принципе и все, ничего лишнего. Повторюсь, рецептов очень и очень много. Количество мяса, количество крупы, количество жира, везде все разное. Пересмотрел кучу всяких рецептов. В общем, решил остановиться именно на своем. Такого рецепта нет ни у кого. И это будет рецепт именно мой, рецепт от Коми Рыбака. Сколько конкретно вешать в граммах? На пол-литровую банку 200 грамм мяса. Говядина, баранина, на данный момент это у нас говядина. Рис 150 грамм. Воды примерно 130 грамм. Но это будет видно. Мы сначала это все разложим в баночки ровно. То, что мы сейчас это все приготовим. А потом водички мы дольем столько, сколько надо. Жир-сырец 80 грамм. Лук обжаренный 30 грамм. Соль 7 грамм. И черный перец примерно 0,3 грамма. Умножаем все это на 15 пол-литровых банок. И что у нас получается? 200 грамм на 15 банок, 3 килограмма мяса. Рис 2 килограмма 250 грамм. Вода 1950, почти 2 литра. Жир, сырец 80 на 15, кило 200. Лук обжаренный 450 грамм. Соль 7 грамм умножаем на 15, 105 грамм. И черный перец где-то 4,5 грамма. Ну это так можно. Где-то пол чайной ложечки. Как-то вот так. Приступаем. Многие делают как? Сначала укладывают в баночку мясо, потом крупу, поджарку, там кто-то поджарку делает с морковью. У нас он просто лук, даже не до золотистого, немножко слегка золотистого цвета, не стал, чтобы он был пригоревший, потому что по опыту прошлых приготовлений, если лук пережаренный, цвет каши приобретает такой темный цвет, не очень. Что еще? Все потихоньку укладывают в одну банку. И потом соль сверху. Тоже от этого отошел. Пробовал крупу, мясо, приправы, соль сверху. Что у нас получается? Сверху пересоленное, снизу пресное. Это в конце концов, когда все перемешается, соль будет равномерно, но не то. Пробовал соль, допустим, на мясо, сверху каша пресная. Мы сегодня что сделаем? Мы сегодня вот приготовили один тазик. И все вот это, мясо, крупу, жир, лук, соль, перец, все это перемешаем все вместе. Все у нас перемешается, и все это будет готовиться все равномерно. Соль просолит все, мясо, жир, все будет равномерно, приправы. И такая будет консистенция каши с мясом. А не мясо отдельно, каша отдельно, там жир отдельно, приправы, все у нас будет вместе. И почему еще так? Потому что в продаже у нас не было пол-литровых банок
Я очень долго ждал, когда привезут. Привезли не пол-литровые банки, а привезли сегодня баночки вот 450 грамм. Как бы немножко меньше. Автоклав Вейн, если сложить пол-литровые банки, ровно в 3 слоя. Это получается по 5 банок, 15 банок. Тут у нас, если я чисто померил, 15 банок, еще остается место. И что вы думаете? Есть вот такие маленькие баночки из-под икры. Они сколько грамм тут? 180 грамм всего. И вот столечко еще на 3 банки еще у меня влезло. Померил. И еще помещается у меня 5 банок. И я решил, чтобы... нет у меня пол-литровых банок. Нашел 450. Зачем оставлять рабочее место, когда можно маленькие такие баночки, то же самое, той же каши, на один раз поесть, открыть, и можно и приготовить. Можно, в принципе, выстроить все в такие банки. Хуже от этого не будет. Одному на раз покушать, ради бога. Сделаем так, что мы приготовили. Это 15 банок по 450 грамм и 5 баночек по 180 грамм. А рецепт у нас приготовлен на пол-литровые банки. Все тут размешаем. Все разложим в баночки, в автоклав. И посмотрим, что у нас получится. Приступаем. Граммовку, сколько я чего взвесил в граммах, я оставлю этот рецепт в описании. И этот рецепт будет именно рецепт от Коми Рыбака. Сейчас мы посмотрим, как это получится. И если все хорошо получится, будем и дальше так делать. Попробуйте и вы по моему рецепту. Я думаю, все понравится. Так, первым делом рис. Рис мы промыли заранее. Рис промыт. Так, промытый рис. Убираем 3 килограмма мяса. Разрезали на маленькие кусочки. Так. Сало, жир-сырец, кило 200 получается здесь у нас. Обрезь без шкурки пропустили через мясорубку. Так. Даже вот немножко тут получается тоже прослойки мяса были, но все это мы перекрутили через мясорубку. Маслом кашу не испортишь. Говядина, она немножко пресноватая, так что жир тут не помешает. Так. Соль 105 граммов. Все взвешивали с помощью весов. Вот с помощью вот таких вот весов взвешивали. Так, все. Поджарка у нас лук 450 грамм. Все тоже сюда. Слегка золотистого цвета, без фанатизма, но немножко поджарили. Так. И перец. Сколько у нас там? 4,5 грамма. Это примерно вот так вот. Давайте чайную ложку сделаем. Вот так вот. Я думаю, это будет вполне достаточно. Все. Все ингредиенты в одном флаконе. Теперь все это мы тщательно перемешиваем.
Вот так вот. Кашу, крупу, жир. Все вот так вот тщательно перемешаем. Кто-то укладывает, повторюсь, слоями. Слой мяса, слой крупы. Я тоже так раньше делал. Солить как? Вот я не знаю, как солить. Но если сверху посолил, сверху соленые, пересоленные, снизу не очень. А так, вот когда вот все ингредиенты перемешиваешь, оно все перемешивается. И также оно будет равномерно приготовиться. И независимо за то уже, какая банка будет. Рецепт один. На пол-литровую банку я просто умножил на 15. Несколько банок можно вот мелких, вот по 180 грамм приготовить. В общем, какие банки есть, на такие можно и раскладывать. В общем, мешаем, друзья. Сейчас перемешаем, потом будем раскладывать. Что у нас? Ну вот. Вот такая вот красота у нас получилась. Все тщательно перемешали. Соль, мясо, жир, рис, перец. Все тщательно перемешали. Теперь мы сейчас все это ровненько разложим на все баночки. И на 450, и на 180. Главное не доверху. Где-то вот так вот. Чуть больше половины будем ложить. Остальное будет вода. Рис у нас имеет свойство развариваться. Вот. Примерно вот так вот. Мяса у нас в каше хватает. Ну, мясом кашу не испортишь. Примерно как-то вот так. Сначала вот так вот сделаем. Примерно как-то вот так вот. Как-то вот так. Даже много, наверное. Ну, в общем, раскладываем все по баночкам и посмотрим, сколько у нас получилось данных. Ну, вот как-то вот так вот, друзья. Раскладываем все по баночкам и посмотрим, что у нас получится. Останется крупа, не останется или не хватит. В общем, будет видно. Как-то вот так вот примерно. Чуть больше половины. Не люблю взвешивать с точностью все до граммов. Я вот лучше так вот, что рыбу все в одной куче. Некоторые там специально мерную ложку аж покупают. Я зато уже точно знаю, что в каждой банке одинаковая каша, а не то где-то там недосол, где-то пересол, где-то мяса больше получилось, где-то жира. Здесь все одинаково. Итак, раскидали мы все по баночкам. В общем, рисом мясной вот такой вот смеси у нас в каждой банке стало по 350 грамм. Банка 450 грамм. Ну и в этих маленьких 180 граммовых баночках 120 грамм, да? 120 грамм. В общем, и у нас осталось где-то примерно вот на 3 маленькие баночки. Значит, в общем, сейчас мы это все заливаем водой по плечики. Не будем ложить лишнего, потому что рис имеет свойство развариваться, разбухать. Оставим так. Посмотрим, что у нас получится. Это у нас не пропадет. У нас в планах буквально
после того, как мы сделаем эту кашу, варить консервы, опять же, с дикой утки. И вот как раз на 3 баночки мы с утиными консервами и сделаем еще на 3 баночки каши. А конкретно, если раскидывать на пол-литровые баночки, надо, получается, немножко чуток поменьше. Ну и этот рецепт откорректируем, можно так сказать. Ну что, теперь доливаем мы это все хозяйство водой по плечике. Так вот. И посмотрим, как у нас получится. Если каша у нас получится жидкая, значит в следующий раз будем ложить не 350 грамм, допустим, а 370-380. В общем, посмотрим, что у нас получится. Все-таки это у нас рецепт свой. Ну, в принципе, мы ничего нового не придумали. Ингредиенты одни и те же. Рис, мясо, соль, лук, поджарка. В общем, все то же самое. Воды, в принципе, должно по рецепту уйти где-то около 2 литров. Сейчас заодно и посмотрим, сколько воды уйдет. Так, ну что у нас? В принципе, вода у нас все ушла согласно рецепту. Литр 950, вон полтораха, вон пол-литровая бутылочку, литр 950. Учитывая то, что еще рис был не сухой, а мы его промыли, получается около 2 литров воды на такое количество баночек. Здесь еще немножко. Воду наливаем по плечике. Вот так вот. Ну, в принципе, все одинаково. Так. Все. Теперь мы все это хозяйство закручиваем и ставим вариться в автоклав. Вот так вот. Как-то вот так. Главный результат. А какая кашка у нас получится, мы это уже увидим. И скоро. Итак, все готово. Каша в банках. Крышки закрутили. Получилось у нас 15 банок по 450 грамм. И 5 баночек по 180 грамм. Теперь вот у нас такой автоклав Вейн. На плиту индукционную. Можно на любую плиту. Газовую, стеклокерамику. В принципе, главное смотреть давление и температуру. Фальш-дно уже там. 5 литров воды. Это когда варишь консервы первый раз, кажется, все так сложно. Потом, когда вы первый, второй, третий раз, все дело доходит до автоматизма. Закрывается как раз вот вода до фальш-дна, где-то до сюда вот 5 литров. И все аккуратненько укладываем в наши баночки. Пол-литровые банки. Ровно-ровно, тютелька в тютельку. В 3 слоя. Пол-литровую баночку у меня не было, так что опять немножко пришлось
поэкспериментировать. Ну, чтобы автоклав не работал в холостую, мы нашли выход из положения. 5 маленьких баночек укладываем дополнительно. Так, ну как я вам и говорил, подойди поближе, покажи. Вот в 3 слоя пол-литровые баночки, и как раз вот тютелька в тютельку влезают маленькие баночки еще сверху. Без пластины, правда, вот тут вот. Ну, вот так вот. Все четенько, все культурненько. И самое главное, работает вся емкость. То есть не 15 банок по 450, были бы пол-литровые, они бы были как раз 3 слоя. Но если у нас нет банок по пол-литра, а есть 450, то все равно мы нашли выход из положения. И автоклав у нас будет работать на все 100%. Электроэнергия тратится столько же, времени уходит столько же, зато выхлоп побольше. Так, ну и все. Дальше остается у нас дело за малым. Это у нас в баночку с водичкой. Так, это у нас как-то вот так, ровненько, аккуратненько. Так, это у нас кламповое соединение. Аккуратненько, ровненько. Как-то вот так. Ну вот, в принципе, и все. Теперь открываем кран. Открываем кран для выхода лишнего воздуха. Помещаем это в баночку с водой. Вот так вот. И ждем. В общем, горшочек вари. Включаем пока на максималку. Вот. И ждем, когда начинает активно будет выделяться воздух. При температуре 100 градусов обычно начинает выделяться воздух. Закрываем кран. Ну все как обычно. Осталось совсем немножко дождаться, когда будут готовы наши консервы, наша каша с мясом. И мы эту кашу обязательно продегустируем. Ждем. Ну вот и все. Кашка наша сварилась. Конкретно как происходит сам процесс консервирования, вы можете посмотреть в моих предыдущих роликах, когда я варил рыбные консервы, когда я варил консервы суток. Что происходит? Доводим температуру до 120 градусов, или там конкретно какой рецепт. Ждем, с этого момента засекаем время, ждем, пока они сварятся, выключаем. И обязательно надо будет подождать, пока температура упадет до, как мы сейчас видим, температура упала до 45 градусов. А это значит, можно открывать кран и посмотреть, остался ли там воздух, осталось ли избыточное давление. Манометр показывает, что давления там нет. Как-то это на самом деле, сейчас мы это увидим. Вон. Так, потихонечку раз. Немножко еще, немножко очень потихонечку открываем. Воздух еще немножко есть, давление совсем небольшое в автоклаве есть. Как мы видим, вон процесс. Воздух еще выходит.
Небольшое давление вот выталкивает воду, как мы видим, по мере открывания. Все. Кран открыли полностью. Вот открыли кран полностью. Все. Давление плавненько вот уходит. Очень медленно. Это значит, можно смело открывать крышку, и нашим банкам ничего уже не угрожает. Вон. Вот, как мы видим, избыточного давления нет совсем. Все, это можно убрать в сторону. Смотрим. Вот наша тарелочка уже. Опа. Так, где у нас спецключ? Не так-то просто. С дополнительными банками у нас впервые, так что мне самому очень и очень интересно, как там дела у нас с маленькими дополнительными 5 банками. Обычно у меня 15 банок, сегодня у меня получается 15,5, 20 банок. 20 банок, 5 банок у нас по 450 грамм и 5 баночек по 180 грамм. Так. Так. Опа, прикипело. Так. Так. Баночки еще горячие у нас относительно. Вот такие вот баночки. Так вот выглядят у нас мелкие баночки. Все у нас равномерно. И каша, и мясо, и соль. Если бы мы готовили это, накладывали по отдельности, было бы немножко по-другому. Я говорю, изначально я тоже мясо, крупы ложил. Вот, смотрите, как здорово все получилось. Вид просто прекрасный. Так. Каша разварилась полностью. Сейчас посмотрим, какая у нас консистенция получилась. Ну вот, как мы видим, все наши 20 баночек целые. Ничего не разбилось, ничего не выдавило. Все красиво. Ну что, приступаем к дегустации. Так, какая баночка на нас смотрит? Ну, скажем, вот это. Достаем вот эту баночку. Каша с мясом. Так, попробуем сначала так открыть. О! Пук. Ну вот. Вот такая вот получилась красота. Запах обалденный. Давайте мы сейчас посмотрим, какая у нас получилась кашка. Я боялся, что не хватит места для того, чтобы она, разварилась. Положил на 450 граммовую кашу 350 граммов крупы, мяса и всего такого. Но, в принципе, места хватило. Можно даже немного, я так думаю, грамм 370 можно положить, но можно оставить и так. Нет, даже, наверное, 370 грамм можно, потому что, как мы видим, каша, влаги немножко, чуть-чуть больше получилось, совсем немножко.
Если бы мы положили 370, допустим, или 380 грамм, она была бы более рассыпчатая. Но ничего страшного. Как бы, я так думаю, вот с такой баночкой можно вполне двум рыбакам, двум охотникам перекусить. Вот у нас, смотрите, что получилось. Вот, гляньте, какая у нас красота. И сейчас мы это дело продегустируем. Берем мясо. Ну, во! Мы не раз еще увидим эту кашу в наших поездках на рыбалку. Скоро первый лед. Скоро зимняя рыбалка. Это реальная вещь. Не, вы не думайте, что я говорю так вот, что я такой супер-пупер повар, и у меня все классно получилось. Я хочу нахвалить, это просто реально вкусно, очень вкусно, друзья. Мяса достаточно. Каша жирная, вкусная, соль в норме, равномерно. Все получилось. Все, друзья, получилось просто обалденно. Так что можно сказать, наш продовольственный запас пополнился еще на 19 банок. Одну банку мы прямо сейчас уничтожим, съедим. Так, ну давайте-ка еще поем. Просто вкусно, просто очень вкусно. Так, все получилось, и это хорошо. Это значит, мы теперь уже будем кушать не то, что, в принципе, мы всегда ели свое. В магазин мы уже за консервами давным-давно не ходим. С помощью автоклава все проблемы с консервами решены. Мясо, рыба, каши, все делаем сами своими руками. Так что, если кто-то надумает приобрести тоже автоклав, чтобы готовить такие вкусняшки, ссылочку на данный автоклав Вен оставлю в описании. Также имейте в виду, что есть у меня для моих зрителей промокод КОМИ, по которому вы при заказе можете получить 3% скидки. Мелочь, но приятно. Так что как-то вот так. Кашка у нас получилась. И скоро, друзья, очень скоро у нас уже не за горами первый лед, первые рыбалки и много-много-много еще выездов. Так что до новых встреч на канале Коми Рыбак. Всем пока!